Да, когда мы готовились с тобой к этой программе, ты сказал, что очень любишь этого актера. Действительно, его любишь не только ты, но и, наверное, все женское население России. Итак, уважаемые телезрители, сегодня в программе «Новое утро» актер кино и театра Даниил Страхов. Действительно, очень многогранный актер. И когда-то я спрашивал Александра Филипенко, снимавшегося в сериале «Бедная Настя», что самое интересное было в этом фильме – историческая правда или новый актер. Он ответил, что никакой там исторической правды не было, а вот пришла новая плеяда. Это и Корикова, это Исаев, это Красилов, Даниил Страхов. И вот сегодня мы встречаемся с этим ярким представителем современного кино и театра. Отъявленные авантюристы, герои-любовники, отважные военные и наши современники, которые попадают в различные ситуации. Вокруг них чувство страсти и любви. Даниил Страхов умеет оценить это состояние в своем кинематографическом ремесле. Как любовь может сшибать с ног и давить человека, как она может уничтожить личность, как любовь не просто чувство прекрасной романтической привязанности, а это чувство, которое может человека вывернуть наизнанку и раздавить его. Когда-то в Казанском учебном театре поставили спектакль по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Леонид Зорин, Михаил Рощин, Виктор Розов сегодня весьма востребованы. Какую роль в вашей актерской судьбе сыграл спектакль «Варшавская мелодия»? Это просто хорошая драматургия. По поводу необходимости сложно сказать. У каждой пьесы есть вот какой-то своя история болезни, можно так сказать. Страница популярности, страница забвения. Но если пьеса хорошая, она обязательно выскочит, она обязательно выстрелит, она обязательно вернется на сцену. И «Варшавская мелодия» в том числе яркий тому пример. Другой вопрос, что раньше в зоринскую пьесу вкладывали больше каких-то политических мотивов, железный занавес, тра-та-та. Мы играем про другое, про то, что железный занавес проходит внутри человека, про то, что невозможно 10 лет ждать, а потом склеить разбитую чашку. Мы вернемся к «Бедной Насте», которая в свое время явила миру новое поколение молодых актеров, чрезвычайно востребованных сегодня. Что это было, шлепок с историей или новый авантюрный сюжет? «Бедная Настя», помимо того, что это, в общем, телеработа позапрошлого десятилетия, конечно же, не несла в себе никакой исторической нагрузки. Это фантазия, это, в общем, это такая шутка в каком-то смысле, пусть и замешанная на каких-то там романтических страстях, но с точки зрения именно каких-то исторических погружений относиться к ней серьезно не стоит. Она открыла для нашего телевидения, в общем, такую, мне кажется, новую страницу в телепроизводстве. И это не самая постыдная страница нашего телевидения, скажем так. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Как вы оцениваете свое состояние после сериала «Исаев» и интересно сейчас современной масс-медийной продукции? Есть много того, что в последующих телеработах, в общем, по своему качеству и по своему какому-то наполнению, потом, в общем, было много потерь, скажем так. Согласен. Итак, это был Даниил Страхов. Маша, я надеюсь, тебе понравилась эта встреча, а мы продолжаем нашу программу.